Есть люди, имена которых стали нарицательными. Народная любовь к ним искренна и безгранична. Они, как маяки, освещают наш жизненный путь. Люди, которые свято любили свою родину, свой народ. Это история о легендарном человеке, история ратных подвигов, героических сражений, головокружительных побед. История бесстрашного воина, настоящего героя и настоящего человека. Мы расскажем об Иссе Александровиче Плиеве. Хорошая история – это путешествие, которое приносит вдохновение. Жизненный путь Иссы Александровича тоже история. История взлетов, падений и снова взлетов. История человека, который не умел сдаваться, а потому всегда побеждал. Эта история окутана легендами, и все же она абсолютно правдива. Детство Исса провел в родном селении Батако. Жизнь мальчика была полна трудностей. Многодетная семья жила в нищете, Иссе рано пришлось повзрослеть. Отец будущего генерала Александр Плиев брался за любую работу, но денег не хватало. В поисках надежного куска хлеба глава семьи решил уехать за океан. На плечи юного Иссы лег тяжелый груз семейных забот. Пока его сверстники играли в лесу и на речке, мальчик пас чужие табуны и отары. Трудное детство не сломило его. Исса свято верил, что отец скоро вернется, подарит ему коня, отвезет во Владикавказ. И, наконец, сбудется его мечта. Он будет учиться в школе. Очень интересная биография у генерала армии Плиева. Может быть, одна из ярких и интересных. Полководческие подвиги Иссы Александровича Плиева, выдающегося военачальника Великой Отечественной войны, занимают высокое, достойное место в пантеоне полководцев нашей страны. В какой-то момент покажется, что мечтам Иссы сбыться не суждено. Весть о гибели отца на шахте в Америке разобьет все надежды мальчика на светлое будущее. Но то, чему суждено быть, обязательно сбудется. Братья отца Плиева-старшего, Муса и Зараби, помогли поступить Иссе в реальное училище. Учиться у него получалось только зимой, потому что летом он должен был заниматься, поднимать хозяйство, содержать семью. Вот. Но тем не менее, вот такое желание учиться, это такая важная, наверное, его характеристика. Поселили Иссу на квартире доброй женщины, учительницы Елизаветы Аполлоновны Пахомовой. В течение 5 лет учебы Исса входил в высокие двери этого здания, где сейчас, кстати, находится библиотека Северо-Остинского государственного университета. Жизненные тяготы, которые Иссе пришлось испытывать с самого раннего детства, закалили его характер. Едва мальчик окончил 5 класс, как Северный Кавказ заполыхал в огне гражданской войны. Так для Плиева началась жизнь на коне. Известный военачальник, как Плиев, он является наднациональным, и он принадлежит всей истории Великой Отечественной войны и вообще всей в нашей военной истории. Но все равно ведь это объяснимо, что качества личные, человеку свойственные и сформированные, так сказать, в его юношестве, в его детстве, они проявляются даже далеко от родины. Исса записался, как давно задумал, в отряд особого назначения Красной Армии.
Так будущий полководец связал свою жизнь с войной, вполне возможно, в тот момент того не осознавая. Вскоре он отправился учиться в Ленинградскую кавалерийскую школу, защищать не только свою семью, но и всю страну. В этом и был весь Плиев. Он вступил рано в ряды Красной Армии в 22 году. И что интересно, в 26 году он уже был начальником курсов Краснодарской кавалерийской школы. Для осетин всегда почетная была воинская служба. И вот в этом смысле, конечно, он тоже такой типичный осетин, который любил военное дело и блестяще в профессии своей состоялся. Иса четко видел перед собой цель. Он уверенно сделал свой жизненный выбор. Его предназначение – защищать мир. В личной жизни он тоже обрел счастье. В студенческие годы Иса встречает Екатерину Чехоеву. Он был женат на Екатерине Давыдовне Чехоевой из Катгарона. Как говорится, танцем завоевал ее сердце. Он красиво танцевал осетинские танцы. Жажда знаний и талант обусловили быстрое продвижение Исы по службе. За плечами Плиева несколько учебных заведений. Это и военная академия имени Фрунзе, и академия Генштаба, и высшие академические курсы. После учебы Иса отправился служить в штаб кавалерийской дивизии на Украине. Через некоторое время Плиева отправляют в Монголию. За год до начала Великой Отечественной войны 30-летний Иса Александрович служит советником и инструктором в штабе военного училища в Улан-Баторе. Внимание! Говорит Москва. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Как только началась война, Иса Плиев подал рапорт об отправке на фронт. Его отправляют на родину. Иса едет защищать Северный Кавказ. Он был назначен командиром 50-й кавалерийской дивизии. Иса Плиев лично ее формировал. Он подбирал командиров, руководил боевой подготовкой подразделений. Как только супруга Плиева узнала о назначении мужа, приняла решение отправиться на фронт вместе с ним. Но Плиев был категорически против такого решения. Тем более в это время появилась на свет их дочь Нина. И отличался он тем, что не вписывался в общепринятые каноны. Он был, как говорится, рожден быть кавалеристом, рожден быть военачальником, который знал, как применять кавалерию. Первый бой кавалеристы Плиева приняли на Западном фронте. Дивизия полковника получила задание прорваться в тыл противника, дезорганизовать его коммуникации и отвлечь силы и внимание врага от активных наступательных действий в московском направлении. Выполняя приказ, кавалерийские части скрытно прошли по болотистой долине реки Меж к линии обороны противника и, молниеносно атакуя, вышли в тыл врага. В ту же ночь были разгромлены многие немецкие гарнизоны. Началась паника. Плиевцы врывались в расположение штабов, громили на дорогах вражеский транспорт, взрывали мосты, выводили из строя связь. Наступление плиевцев было столь напористым и разрушительным, что командование немецко-фашистских войск решило, что рейд по тылам совершает целая конная армия. И это было только начало, только один из многочисленных эпизодов славной боевой истории нашего героя и его кавалеристов. Вырабатывалась такая доктрина, что кавалерия отжила свою. Она уже не нужна, нужны танки, нужны вообще бронетанковые, механизированные войска. Но он и еще несколько таких же патриотов из страны и кавалерии отстояли кавалерию. И, как мы знаем, она показала себя наивысшей стороны. Командование Красной Армии принимает решение о создании более крупного соединения. Плиевцы вступили в состав кавалерийской дивизии генерала Льва Даватора. Двух конников связала настоящая мужская дружба. Уже в августе 41-го кавалерийская группа была направлена в рейд по тылам противника в Смоленскую область. Задача была чрезвычайно сложной, но бойцы ее успешно решили. Они прошли по тылам 9-й немецкой армии около 300 километров, уничтожили более 2500 гитлеровцев, отвлекли на себя силы свыше 2 пехотных дивизий, 40 танков
и авиацию противника, а возвращаясь, вывели из окружения 400 солдат и командиров Красной Армии. Плиев был уже очень подкованным и теоретически офицером. И в том, что касается именно действий кавалерии в условиях войны, в начале войны очень много споров велось по этому поводу. И кавалерии отводили разную роль и искали применение оптимальное, как в оборонительных действиях, так и в наступлении. Секрет успеха кавалерийской дивизии был прост. Конница могла пройти там, где механизированная часть тормозила операцию. Всадники легко и быстро передвигались, маневрируя, вводя в заблуждение противника. Еще один очевидный плюс – можно использовать имеющийся ресурс. То есть, если танку нужно горючее, то лошади достаточно и воды. Мастера стремительных рейдов. После успешной операции оба командира были награждены. Им были присвоены звания генерал-майоров. Холодной осенью 50-ю дивизию вновь ждала трудная операция. Немцы все ближе подходили к Москве. В битву вновь вступили плиевцы. В 30 километрах от Москвы русские солдаты стояли насмерть, отбиваясь от немецких танковых частей. Подразделение ни разу не отошло без приказа. Ни шагу назад. Для солдат эти слова – военная мотивация. Много раз выслушивал Плиев упреки и предупреждения из высших штабов. Не положено, мол, командующему бросаться в рукопашную. На что Плиев неизменно отвечал: «Хорошо, когда командир видит свои войска перед собой, но иногда нужно, чтобы и солдаты видели впереди себя командира». Плиев еще при жизни стал легендой о мужестве, храбрости, боевой дерзости и великом искусстве побеждать. На тот момент генерал-майора Исы Плиева с гордостью говорили однополчане, солдаты всех фронтов, где он воевал. 50-я была преобразована в 3-ю гвардейскую. Но, по сути, ничего не изменилось. Дивизия вновь в пекле войны. 1941 год. 13 декабря. Битва под Москвой. Бушевала метель. Кавалеристы Плиева и Даватора вновь попали под удар фашистских сил. Молниеносный рейд конницы вновь застал врасплох немцев. Советская кавалерия села на хвост 78-й немецкой штурмовой дивизии. Приказ Даватора обойти фашистов слева и нанести фланговый удар был выполнен незамедлительно. Немцы были вынуждены отступить на 20 километров, однако и советская конница понесла потери. Я не думаю, что Даватор оказал какое-то серьезное влияние на формирование Плиева как, скажем, военного аналитика, как стратега, как серьезного специалиста. После гибели Даватора 2-й гвардейский кавалерийский корпус ожидаемо возглавил Иса Плиев. Под его командованием были выиграны сражения под Москвой. Плиев был удостоен ордена Ленина. Вскоре военная жизнь осетинского генерала поменяется полностью. Весной 1942-го Плиева переводят в 5-й гвардейский кавалерийский корпус на Юго-Западный фронт. Здесь военачальник начинает сталкиваться с тяжелыми испытаниями. Во-первых, корпус Плиева находится в резерве. Начинается крупная операция немецких войск на Кавказе. Для вражеской стороны план Блау складывается удачнее, чем в битве под Москвой. Согласно директиве, общий замысел кампании предписывал сосредоточить главные силы для проведения основной операции на южном участке фронта с целью уничтожить группировку советских войск западнее Дона. Юго-Западный фронт пал, корпус Плиева попал под огнестрел с воздуха. Но задача оставалась прежней – не дать немцам занять плацдармы на близлежащих реках. Однако при отступлении плиевцы понимают, что задача нерешаема. Плацдармы уже заняты немцами. Командующий армией генерал Городов не поверил Плиеву. Мол, разведка доложила, что немецких танков на том берегу нет. Приказ о наступлении Городова Плиев не выполнил. Корпус занял оборону. Генерал армии Плиев владел прекрасно решением стратегических военных задач, но рядом с этим он прекрасно владел задачами тактическими, и, как вспоминали неоднократно его друзья и товарищи по Великой Отечественной войне, он, оставаясь выдающимся полководцем, мог совершать личные подвиги, и храбрость – это его яркая черта. Вскоре Плиева переводят под Сталинград. 3-й гвардейский кавкорпус под его командованием вступает в борьбу за город. Неординарные решения, которые были присущи генералу, принимались им часто.
Это было его главное отличие от других командующих. Так, в битве за Калмыковский хутор советским солдатам удалось взять в плен языка. Плиев не мог не воспользоваться полученной ценной информацией. В ближайшие часы в немецком гарнизоне будет происходить смена частей. В целях конспирации Иса Александрович догадался передать приказ по телефону начальнику политотдела 5-й гвардейской кавалерийской дивизии подполковнику Бритаеву на осетинском языке. Бритаев перевел приказ на русский язык и передал полкам. Участвовал в боевых действиях в Египте в 1972 году. И передо мной воевали 3 наших земляка: Виктор Агузаров, Вадим Дживоев и Хаджимуса Кастуев. Там израильтяне, естественно, радиообмен весь наш слушали, понимали. И тогда Виктор Агузаров говорит: так, будем вести радиообмен на осетинском языке. Их никто не понимал, кроме них самих. Они с честью выполнили задачу и награждены были орденами Красной Звезды, стали в числе первых военных летчиков-снайперов Советского Союза. А вот это вошло в учебники тактики авиации. Что значит в такой ситуации вести радиообмен, управлять боем на другом языке, который непонятен врагу. После Сталинградской битвы Иса Александрович отправляется руководить танковой дивизией. Плиев вместе с механизированным войском принял участие в битве на Курской дуге. Опыт, полученный в последних сражениях, натолкнул генерала на создание нового военного оружия. Плиев решил сочетать огневую мощь и высокую мобильность. Конно-механизированные дивизии – изобретение исключительно советское. Как говорил сам Иса Александрович, это то оружие, которого ему так не хватало во многих важных наступлениях, и то, что поможет предрешить исход других, уже будущих сражений. Плиев, насколько я знаю, сам предлагал создание вот таких конно-механизированных частей, понимая и сильные стороны кавалерии в условиях войны середины 20 века, и слабые стороны. Настоящим звездным часом как для самого Плиева, так и для конно-механизированной группы стало наступление Третьего Украинского фронта весной 1944 года в ходе Березнеговато-Снегиревской и Одесской операций. Подойдя к этой станции ночью, войска предельно устали. То есть настолько устали, что стоит остановиться любому полку, любой дивизии, любому корпусу хотя бы на несколько минут, люди просто валились. Но если бы дать войскам даже небольшой отдых, в это время мы бы потеряли ночь, а с утра появилась бы над нами, конечно, мощная немецкая авиация, дивизии свежие, которые подходили и были в районе самой Раздельной. Третий Украинский фронт под командованием генерала армии Малиновского после прорыва обороны немцев на реке Ингулец и выхода на реку Южный Буг, то есть 6 по 16 марта сего года, фактически полностью разгромил 6-ю немецкую армию генерал-полковника Холлит. Главное поражение нанесено противнику в период с 13 по 16 марта, когда немецкое командование в связи с выходом гвардейской группы генерал-лейтенанта Плиева на немецкие тылы потеряло всякое управление войсками и отдало приказ пробиваться на запад мелкими группами и даже одиночным порядком. Немцы отходят на нас, на мои корпуса и дивизии, с востока на запад. И идут на Днестр, чтобы уйти как-нибудь за границу, так? А с востока нажимает наш фронт, Третий Украинский фронт. В результате немцы оказались вот в таком огромном котловане, в мешке таком. И они пробивались через нас, поэтому бои носили самый жестокий характер. То есть через боевые порядки моих дивизий шли колоннами немцы. Кто пройдет, прошел, кто погиб, тот, значит, погиб. После успешных операций на Украинском фронте Плиев и не думал заканчивать дерзкие рейды по тылам противника. Советская группа смогла разрезать 6-ю немецкую армию. Уже через месяц плиевцы смогли пройти по фронту еще 200 километров. 9 апреля группа Плиева достигла Одессы. Немцы оказались не готовы к удару с запада. Ровно через сутки группа Плиева освободила Одессу от фашистов. Еще одна заслуженная награда. За отвагу и мужество Исе Александровичу Плиеву было присвоено звание Герой Советского Союза. Знаменитая битва под Москвой, Сталинградская битва
потом участие в освобождении Праги, Будапешта и знаменитая военная операция на белорусском направлении Багратион. И везде, на всех этих фронтах, он оставил о себе память как выдающийся полководец и храбрый воин. В Старом Батако 3 героя Советского Союза. Кроме Иса Александровича еще Георгий Бзаров, командир полка, погиб на Украине, и Константин Ходов. На 900 жителей. Это значит, на каждые 300 человек один герой Советского Союза. Вы представляете, если Осетия первая в удельном отношении по героям Советского Союза, где-то 10,5 тысяч человек, один герой. А тут в селе 300 человек. Герой. Сам Сталин отмечал заслуги Плиева. Вскоре соединение было преобразовано в первую гвардейскую конно-механизированную группу. Она участвовала в освобождении Белоруссии, Австрии, Венгрии и Чехословакии. День Победы плиевцы встретили в Праге. Это было такое решительное, последнее наступление. И в результате этого наступления мы вышли к Праге. Первый украинский фронт шел с севера, от Берлина. А я от второго украинского фронта своими корпусами и дивизиями шел отсюда от Брно на северо-запад, еще, и потом строго на север. Вот, наш командующий фронтом Малиновский не знал о том, что мы вошли в Прагу. И, к сожалению, это дело осталось как-то в тени, а вся слава досталась Первому украинскому фронту. В конце мая Иса Плиев возвращается домой к семье. 40-летний, измотанный от долгого военного похода, исхудавший. Супруга Екатерина Давыдовна сильно переживала за мужа, за его здоровье. Не знала она только, что генерал армии в бою около месяца назад получил сильную контузию и перенес ее Иса на ногах. Рано утром на рассвете, уже в районе населенного пункта Пезинок. Это севернее города Братиславы, у подножия Малых Карпат. Подошла небольшая группа немецкой авиации. Видимо, они были точно ориентированы. И разбили хату, где я был, и рядом другую хату. А в населенном пункте было около 1500 дворов, и они больше никого не тронули. А вот этот дом, где я лично работал, у подножия Малых Карпат, и дом рядом были снесены с лица земли. Я был очень тяжело контужен и ранен там, но отказался от госпитальной помощи. Необходимая медицинская помощь мне была оказана, и я продолжал руководить войсками, пока война не кончилась, с тем, чтобы потом заняться более капитальным лечением. Война закончилась, а времени на отдых у Плиева нет. 24 июня 1945 года генерал-лейтенант участвует в историческом параде Победы и проходит по Красной площади в составе сводного полка 2-го Украинского фронта. В Кремле этот банкет носил очень такой радостный, счастливый характер, потому что после такой победы действительно Кремль был заполнен до отказа, гостей было полно. И всю ночь, конечно, продолжался этот особо торжественный прием в Кремле. Но уже в этот момент Иса знал, ему предстоит отправиться защищать рубежи Родины на восток. В августе того же года Плиева направили на Забайкальский фронт. Там он сформировал самую мощную за всю историю Второй мировой войны конно-механизированную группу, в состав которой наряду с бойцами Красной армии вошли конные и танковые части Монгольской народной армии. Советско-монгольская конно-механизированная группа под командованием Плиева приняла участие в маньчжурской операции. Операция проходила в очень сложных условиях. Почему? Потому что, во-первых, лето, жарко очень. В пустыне Гоби воды нет, отсутствие воды, отсутствие дров. Это для приготовления пищи войскам. Жара нестерпимая. Поэтому, если где изредка и попадались колодцы отдельные, то их выгребали буквально с землей вместе. А когда они преодолевали Хинган, через Гоби шли, конечно, там нужна была вода. Вода нужна для лошадей, надо лошадей поить, надо автотранспорт заправлять постоянно, потому что моторы греются, значит, нужна вода. А люди должны пить.
конечно, это представляло для Исаака Александровича большую трудность. Но, тем не менее, войска шли, солдаты сливали воду свою с фляжек, отдавали, чтобы конский состав мог пить и двигаться вперед, выполнять задачу. Плиев знал, монголы – прирожденные конники. Он считал это плюсом, а минусов было гораздо больше. Это и безводные степи, и адское пекло пустыни Гоби, и неприступные тропы в горах Хингана, и проливные дожди. Как потом говорил сам Плиев, врагом номер один для него стала пустыня смерти, а вовсе не японцы. Пески засасывали колеса машины, гусеницы танков. Плиевцам предстояло за несколько дней с боями пройти почти 1000 километров, что само по себе было сделать очень трудно. Вся территория – это адское пекло и узкие горные тропы. И все же до рассвета в результате первого удара, осуществленного точно по плану, были уничтожены все пограничные заставы и разведывательные пункты японцев. Появились первые группы пленных, однако это было только начало. Пустыня осталась позади, впереди возвышались горы, надежно прикрывавшие укрепленные районы ЖХ и Колган. А между тем, именно взятие ЖХ было крайне важным. Как и прежде в этой военной кампании, Плиев проявил себя как командир, способный личным примером вести за собой войска. Часто он так отрывался вперед, что солдаты начинали опасливо предупреждать неутомимого генерала, как бы не попасть в плен. Но к таким опасениям Плиев относился с иронией. Он был глубоко убежден, что если командир впереди главных сил, то солдаты способны совершить невозможное. Опережая свои войска, машина Плиева угодила прямо в штаб противника. Генерала встретили японские солдаты. Они явно не ожидали увидеть красноармейцев прямо во въезде в штаб, еще и одних. Японский патруль остолбенел от увиденного. Не растерявшись, опытный Плиев выглянул из машины и велел проводить его в штаб к офицерам. В это время к Плиеву уже приближался японский начальник гарнизона. Иса уверенно вышел из машины и всем своим видом дал понять, что ждет доклада. Плиев требовал сложить оружие и сдаться японским войскам. Похоже на сказку, но это быль. Он не стал штурмовать полумиллионный укрепленный город ЖХ, а сам лично уговорил командира гарнизона сдаться. Я ему сказал, кто я такой есть. Он сперва сомневался, а потом переводчики растолковали ему о том, что я в действительности генерал-полковник советской армии. И я ему предложил, я говорю, сложите оружие. Я вас пощажу тогда. Ведь он мог просто приказать расстрелять меня. Ну, у него вооруженные есть, а я стою один. Но, видимо, все-таки он перепугался. Испугался основательно, видимо. И притом он сперва сомневался, являюсь ли я действительно генерал-полковником таким-то. А потом он говорит, что мы знаем, что есть в советской армии такой генерал-полковник. Но мы знали, что он в Европе. Я говорю, ну в Европе мы закончили с Германией. Я говорю, вот приехали теперь для того, чтобы поговорить с вами. Плиев блестяще провел эту операцию. Героический рейд был успешно завершен с крупными оперативными результатами в кратчайшие сроки и малыми силами. Приказом Сталина Плиев остановил свою армию буквально в 40 километрах от Пекина. Я думаю, что Народно-освободительная армия Китая, она тоже достаточно была в состоянии и взять Пекин, штурмовать. Вы знаете, это все-таки были лишние потери, это лишний расход ресурсов. И у нас командование было очень трезво на все это дело смотрело и взвешено. Тем более руководил этой операцией, все, значит, ставкой руководил, значит, маршал Василевский. Василевский был начальник генерального штаба, был очень такой взвешенный, грамотный, значит, человек, который всегда старался меньшими потерями достичь максимального результата. Вот если маршал Жуков там описывает, что он мог бросать войска в котел войны, как говорится, не считаясь ни с какими потерями, либо победить, то Василевский был из тех генералов, которые старались как-то меньшими потерями обойтись, значит, выполнить максимальную задачу. В знак признания личных боевых заслуг в этом беспримерном походе генерал-полковник Плиев был награжден второй золотой медалью Героя Советского Союза. Не осталось в долгу и Монголия. В 1971 году Плиев был награжден звездой Героя Монгольской Народной Республики. Но перед этим случился Новочеркасск. Произошло стихийное выступление рабочих против резкого ухудшения условий жизни. Темное пятно в судьбе Исы Александровича. В 1962-м, в разгар хрущевской оттепели, Иса Александрович Плиев командовал войсками Северокавказского военного округа.
Размышляя о новочеркасской трагедии, нельзя не учитывать тот факт, что в послевоенное время любое проявление несогласия с действиями руководства страны расценивалось как предательство Родины. О том, что произошло тогда, многим известно со слов заместителя Плиева, генерала Матвея Шапошникова. Никаких следов приказа атаковать восставшую толпу танками или даже просто стрелять в людей нет. Зато существуют убедительные свидетельства того, что у армии не было боевых патронов. Прокурорская проверка, проведенная в июне 1992 года Главной военной прокуратурой по поручению Первого съезда народных депутатов, виновность Плиева не установила. Как установлено в ходе расследования, члены президиума ЦК КПСС с целью пресечения митинга и дальнейших беспорядков в городе приняли решение применить оружие против собравшихся на площади людей. Учитывая негативное отношение командования округа к использованию войск для наведения порядка, указание о применении оружия на поражение было отдано не Плиеву, командующему округа и его подчиненным, а не установленным следствием должностным лицам другого ведомства, которым могло быть КГБ при СССР или МВД РСФСР. Далее из доклада руководителя прокурорской следственной группы Юрия Баграева об ответственных за произошедшее следует. Было доказано, что главная вина за гибель людей лежит на секретаре ЦК КПСС Фроле Козлове. Не менее важным было то, что мы реабилитировали армию. Она не стреляла в мирных горожан, стреляли сотрудники спецслужб. Ситуация, которая там сложилась, и результаты, вот то, что там произошло, там, может быть, не столько было вот кровопролития, как старались потом это подать, преподнести в средствах массовой информации. Вот. И потом нужен был человек, на которого можно было это все замкнуть. На кого? Ну, командующий войсками округа. Вот давай, значит, на него. Хотя там все команды, все распоряжения шли из Москвы. И никакой командующий войсками округа военный не примет решения, тем более в отношении гражданского населения, какие-то меры силового характера, там, привести в порядок их, там, или что-то навести порядок. Есть, в конце концов, внутренние войска, есть милиция, есть высшие партийные органы и все остальное, которые должны, в общем-то, нести ответственность за это. Военный начальник, он несет ответственность за подготовку войск, за боевую готовность и выполнение задач, значит, по предназначению. Все те, кто знал Ису Александровича Плиева, твердили в один голос: генерал Красной Армии не мог стрелять в безоружных людей. Он был готов на протяжении всей Великой Отечественной войны отдать свою жизнь за солдата. К тому же, после всех войн до конца жизни Иса прожил в Ростове, не переехала и его семья. Никого и ничего не боясь, он открыто ходил по улицам. Не слишком это похоже на поведение человека с нечистой совестью, который забрал жизни ни в чем не повинных людей. Да и не будем забывать, офицерская честь для Плиева была превыше всего. Я глубоко убежден в том, что Иса Александрович никогда бы не дал команду. Он даже мог бы положить погоны и сказать: командуйте, иначе он бы снял с себя ответственность за то, чтобы стрелять вот по рабочим. Много уже проводилось и журналистских расследований серьезных, и историки этим занимались. Вот. И мне кажется, что, собственно говоря, точка давно уже поставлена в, так сказать, объяснении роли и участия Плиева в этих событиях. Мы знаем, что он не отдавал приказ точно стрелять, что это был не его приказ, и что не его солдаты стреляли. Ису Плиева как только не называли. Генерал на коне, мастер стремительных рейдов. На самом деле, если подумать, это главы из жизни Плиева. Но есть еще одна. Она называется «Человек с ядерной кнопкой». Как вы уже поняли, война Плиева не отпускала. Теперь уже холодная. Наступил Карибский кризис. В июне 1962-го 60-летнего генерала Плиева под фамилией Павлов отправили на Кубу. Руководить операцией «Анадырь» по тайной доставке на остров и размещению там тактических ракет «Луна» и «Сопка». Противников у этого назначения хватало. Многих в Генштабе интересовал вопрос, чего это вдруг ракетные операции отправляют руководить кавалериста. Возмущение было обусловлено тем, что Плиев имел право применить ядерное оружие в случае отсутствия связи с Москвой, а также обладал высшим финальным авторитетом, потому что на пусковых установках не было никаких кодов, достаточно было дать приказ. Именно его палец лежал на красной кнопке, именно от его решений зависела судьба человечества. В
Ведь по приблизительным оценкам, в ходе негативного сценария погибли бы 100 миллионов американцев и 100 миллионов русских, а на планете наступила бы ядерная зима. Появилось социалистическое государство под боком в Америке. Конечно, американцам, когда 120 километров до твоей, значит, территории находится государство социалистического, значит, в социалистическом пути развития, которое, ну, Советский Союз фактически подошел вплотную. Посылали туда не кавалериста, а посылали туда дисциплинированного, ответственного человека с огромной выдержкой, опытом, человека, который готов брать на себя ответственность и готов принимать решения. Надо было обладать не только полководческим талантом, чтобы суметь не только военные вопросы, но вместе с Москвой, с Кремлем, с дипломатами нашими, находившимися на Кубе, с кубинским руководством в этой необычайно сложной обстановке обладать всеми исключительными качествами, которые были свойственны Исаию Александровичу. Хрущев, который удивительным образом одновременно не любил и бесконечно доверял Исею Александровичу, отправил именно его. Конфликт начался, когда Хрущев решил посетить Шолохова, нашего выдающегося писателя, великого писателя. А в это время шли учения в округе, большие учения в округе шли. Он сопроводил Хрущева в Вешенскую станицу, где жил Шолохов. С Шолоховым они были прекрасно знакомы, с уважением относились друг к другу, они были почти одногодки. И Хрущев человек, как я понял, не всегда предсказуемый в своих поступках, в своих словах. Вот типа «оставайся», тут им Исай Александрович говорит: в округе учения, я должен ими руководить, я должен там быть. Он опять его, глава государства, он послушался его, а сам как на иголках сидит. Это чувство каждого командира, который должен своими подчиненными командовать и осуществлять руководство, и его от этого отвлекают. И когда в очередной раз офицер, порученец его, так и так, вас просят быть, он говорит, Исай Александрович так показывает рукой: ну, видишь, вот этот здесь командует. Ну, естественно, Хрущев это слышал, и в нем была, не то что чувство мести, но, во всяком случае, уязвленное самолюбие его всячески препятствовало тому, чтобы наградить Исая Александровича. В том, что разразившийся кубинский кризис не поставил точку в судьбе мира, изрядная заслуга Исая Александровича Плиева. Именно в его руках была ядерная кнопка. Именно конник, который, впрочем, давно уже был не просто конником, а крупным военачальником, спас мир, остановил его на пороге атомной войны. Исай Александрович так и остался единственным за всю историю существования ядерного оружия человеком, который получил право на его применение без согласования с руководством страны. В фонде хранилища Национального музея сохранился билет на Кубу на имя Павлова. Также есть и медицинская карта. В ней есть записи о том, что в момент принятия самого важного решения Исай Плиев был нездоров. Температура под 40 и сильная боль не помешали Исаю Александровичу здраво мыслить. После возвращения из Кубы, после урегулирования кубинского кризиса, после спасения всего человечества, Исай Плиев так и не был удостоен третьей звезды Героя Советского Союза. История с третьей звездой. Обычно говорят, что это связано с плохим отношением Хрущева к Плиеву. Я думаю, что, конечно, он заслуживал за Карибский кризис звезду Героя, несомненно. По сути дела, за Кубу он должен был получить третью звезду Героя Советского Союза. Его и представили к этому. Но Хрущев говорит: а у меня нету трех. Чего это ему давать? Вот такое тоже отношение было.
Иса Плиев – это символ стойкости, мужества и героизма. Вся дальнейшая послевоенная жизнь Исы Александровича – это образец самоотверженного служения своему народу и своей стране. В историях, подобной нашей, всегда интересно начало. Мало кто знает, что здесь, в юго-остинском селении Верхний Рук, находится фамильное гнездо Плиевых. В этом заброшенном доме когда-то жили и родители Исы Александровича. Дом Плиевых – это еще один музей, правда заброшенный. Дом ветхий, но атмосфера все равно передается. К примеру, через эти газеты на стенах. Здесь можно найти всю информацию о Плиеве, его военных походах. Есть даже общее фото с Фиделем Кастро. Статьи преимущественно на осетинском языке. Пожалуй, здесь, где все начиналось, мы и закончим нашу историю о славных подвигах Исы Александровича Плиева, единственного осетина, дважды удостоенного высокого звания Героя Советского Союза. В Осетии заслуженно гордятся своим земляком, но дело даже не в званиях, вернее, не только в них. Его имя стало нарицательным. Для любого осетина Иса – это символ доблести, мужества, безграничной любви к родине. Иса – это имя победы.